Давайте начнем наше ежегодное мероприятие, посвященное школьному муниципальному этапу Всероссийской Олимпиады. Каждый год примерно рассказываю одно и то же, поэтому будет очень полезно, если вы будете задавать вопросы, которые для вас актуальны в настоящий момент. И я буду стараться отвечать тогда на ваши вопросы. Вначале хочу рассказать буквально несколько слов про прошедший региональный этап. И чуть позже расскажу, собственно, к чему это все. На встречах с учителями я обычно показываю эти картинки, типичные олимпиадные задачи. Это распределение участников по баллам. То есть здесь рассчитано количество участников, набравшие 0 баллов, от 0 до 2 баллов. Так, прошу прощения. Так, от 0 баллов, от 0 до 2, от 2 до 4, от 4 до 6 и так далее. И вот 20 это от 18 до 20 баллов количество участников. Здесь, как видите, никто не набрал. Эта задача хорошая, дифференцирующая, в том смысле, что она позволяет отобрать участников на следующий этап. Соответственно, если рассматривать муниципальный этап, то подобные задачи позволяют легко отобрать участников на региональный этап. Но при этом большое количество участников получает низкие баллы. Следующий вариант задачи, тип задачи, это задача поощрительная. Она позволяет большому количеству участников набрать почти половину баллов, ну и не слишком большому, но тем не менее значительному количеству набрать высокие баллы. И в этом случае трудно продифференцировать участников, потому что резать придется как-то по-живому. Если все задачи будут вот такими, то, соответственно, отобрать на следующий этап будет крайне сложно. Ну и задача, скажем так, отсекающая. То есть 25% участников получили 0 баллов, это означает, что они ответили на первый вопрос задачи, из которого потом из ответа на этот вопрос следует все остальное решение. Ну и здесь, как видите, дальше она, если отбросить вот эту часть, она выглядит как поощрительная. Тем не менее, она отбрасывает тех, кто не знаком с какой-то темой, скажем так. Жалуйтесь, что нет звука. Так, дальше примеры неудачных задач. Ну вот это добрая задача. Признаюсь, это моя задача на заключительном этапе. Она не совсем поощрительная, она просто добрая, потому что она в целом сдвигает средний балл. Дальше антигаусс. Это вариант, когда если человек отвечает на первый вопрос, то все последующие вопросы проще, чем первый. И, соответственно, ответив на первый вопрос, участник набирает сразу максимальные баллы. Ну и злая задача. Злая задача предполагает, что участники не набирают баллов вообще. Но в данном случае большинство набрали 0, и, как видите, больше 10 баллов никто и не набрал. Это была задача регионального этапа достаточно давно. То есть это примеры плохих задач. Анализируя результаты вашего муниципального и школьного этапа, вы можете строить такие же гистограммы и оценивать, насколько удачны ваши задачи. Теперь давайте посмотрим, что же из себя представлял региональный этап прошлого года. Благодаря Центру олимпиадного движения удалось собрать статистику по региональному этапу, который включал почти всех участников за очень редким исключением. То есть в прошлые годы я собирал по крупным регионам статистику, в этом году удалось собрать по всем регионам, и статистика, в общем, представительная. Ну, здесь отброшены нулевые баллы на региональном этапе. Большое количество участников набирают 0 баллов. Это я еще отдельно обсужу. Здесь рассмотрены только баллы, которые от 0 до 2, от 2 до 4, ну и так далее. Последние от 18 до 20. Ну и видно, что задача 9.1 была не слишком сложной. Задача 9.2, в общем, была неким подобием дифференцирующей. Задача 9.3, в общем, тоже, хотя, как видите, максимум ближе к середине. Типичная дифференцирующая задача это 9.4, и здесь, в общем, если все задачи были бы такие, то отбор на следующий этап был бы совсем простой. Ну и задача по термодинамике.
она оказалась условно сложной. То есть, как видите, баллы набирали более или менее равномерно, но участников, которые набирали вообще баллы, было не слишком много. Теперь давайте посмотрим на количество участников, которые набрали 0 баллов. Меньше всего нулей на задаче 9.1, из чего можно заключить, что это, в общем, самая простая задача. Приступить к ее решению было проще всего. Самая сложная задача – это задача по термодинамике. Больше 60% участников получили за нее 0. При этом задача по термодинамике – это, как правило, задачи расчетные. То есть дана формула, как правило, и нужно в эту формулу подставить те числа, которые даны в условии задачи. Поэтому это, в общем, плохой знак, говорит о том, что участники регионального этапа не могут подставить числа в известное уравнение. Здесь приведена та же самая статистика по задачам 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5. И я отсортировал, да, это степень выполнения задачи, то есть проценты от 20 баллов. Средние значения для каждой задачи. Регионы отобраны те, в которых было 10 и более участников в 9 классе. И, соответственно, они здесь отсортированы по результатам за первую задачу. Ну, сколько на экран влезло, столько я и вставил. Значит, если мы посмотрим на все остальные задачи, то средние баллы за эти задачи, прямо скажем, не слишком высокие. Ну, то есть вариант, когда убывание, да, то есть первая, вторая, третья, четвертая, прямо пятая вообще 0. Значит, обратите внимание, есть средние баллы нулей. Это значит, что в регионе вообще никто не смог решить эту задачу. И, на мой взгляд, это связано в том числе с муниципальным этапом. Вероятно, отсутствует преемственность в сложности тематики задач муниципального и регионального этапа. То есть дети в регионах приходят на региональный этап неподготовленные. Они отобраны по муниципальному этапу. На муниципальном этапе были какие-то совсем другие задачи, они приходят на региональный и не знают, что с этим делать. Поэтому убедительная просьба обратить на это внимание и пытаться в региональном этапе давать либо задачи из... Ой, простите, в муниципальном этапе, на муниципальном этапе давать задачи аналогичные региональному этапу хотя бы одну, либо просто части задач регионального этапа. И я на примере одной из задач постараюсь рассказать, как это сделать. Ну, теперь быстро статистику по 10-11 классу. Это скорее ознакомительная. Видно, что процент выполнения стал ниже в 10 классе. Ну, если мы теперь посмотрим на количество нулей, то количество нулей выросло. Если в 9 классе были 30-40% участников, набравших 0, было, конечно, и больше 60, но 30-40 тоже были. Если мы теперь посмотрим на 10 класс, то здесь минимум 40, а так, в общем, больше половины участников получают нули. Дальше переходим к 11 классу. Как видите, здесь есть дифференцирующие задачи, скажем так, злые задачи, поощрительные задачи. Представлены почти все примеры более-менее удачных задач. И если мы теперь посмотрим, опять 50%, почти 80% участников получили 0 и 60% участников получили 0. К 11 классу дети сильно дифференцируются по уровню подготовки. То есть те, кто ориентированы на более высокие уровни олимпиад, они готовятся к олимпиадам, и их уровень, скажем так, резко возрастает по сравнению с 9 классом. При этом большинство участников муниципального этапа, как я понимаю, здорово отстают. К олимпиадам нужно готовиться, и муниципальный этап должен в этом, скажем так, детям помогать. Должен задавать какую-то планку, с помощью которой они смогут преодолеть более высокую планку регионального этапа. Ну, те, кто постараются, скажем так. Теперь, собственно, что такое задача регионального этапа? Это задача 9.3. Можно вернуться к статистике. Вот, это задача 9.3. Как видите, ее начинали решать вполне успешно. Ну, максимум баллов не набрал почти никто, но, по крайней мере, малая часть. То есть она в области больших баллов дифференцирующая, но, тем не менее, большое количество участников смогли набрать какое-то заметное количество баллов. При этом, если мы посмотрим на нули, 9.3,
больше 50% получили 0. При этом, если мы теперь посмотрим на эту задачу, есть, собственно, первая часть задачи, которая черная, и которая, наверное, вот прямо в таком виде могла бы быть на муниципальном этапе. То есть это элемент задачи регионального этапа, который можно целиком выносить. Ну, этот элемент нельзя, потому что он уже засвечен. Но с небольшими видоизменениями, либо такой же, либо адаптированный, модифицированный, эту часть задач можно выносить на муниципальный этап. Наверное, даже нужно, чтобы дети, встретив подобные задачи, подобные проблемы, имели бы заранее подготовленные подходы к решению таких задач. Дальше вопрос 3 – это расчет на тему того, что было известно раньше. Дальше 4-й вопрос – это фактически цепочка превращений. Ну и 5-й, скажем так, более сложный дифференцирующий вопрос для тех, кто хочет набрать максимальное количество баллов. Тем не менее, вот этот и вот этот элементы задач можно в муниципальном этапе использовать просто как отдельные задачи, раскрывая заранее, например, B и V, ну и все остальное оставлять неизвестным, с тем, чтобы участники могли проявить свою смекалку. Ну, аналогично с 3-м вопросом. То есть муниципальный этап должен содержать в себе не просто задачи школьного уровня, но и в том числе либо элементы, либо задачи с регионального этапа, чтобы дети знали, к чему морально им нужно готовиться. Теперь несколько слов про нормативную базу. Нормативная база по сравнению с прошлым годом не изменилась. Добавилась необходимость предусмотреть при организации школьного и муниципального этапа возможность проведения с использованием информационно-коммуникационных технологий. Таким образом, зашифрована некая дистанционная форма проведения. При этом необходимо продумать, как это все будет. В каких-то регионах это не потребуется, надеюсь, в большинстве. Тем не менее, это нужно иметь в виду. Так, ну, в плане организаторов оргкомитета и жюри тоже ничего особо по сравнению с прошлым годом не поменялось. По-прежнему нет ограничений по проценту выполнения в порядке проведения Всероссийской Олимпиады, и все ограничения вводятся регионами. Обязательным элементом Олимпиады является анализ олимпиадных заданий и их решений. То есть дети должны... В Олимпиаде должен быть обучающий момент. То есть дети не просто пришли, получили свои двойки, но и до них нужно как-то донести, собственно, что от них хотели, как это все решать. И это полезно в основном с образовательной точки зрения. Но, кроме этого, позволяет избежать каких-то проблем, связанных с апелляциями. Так, ну здесь про формирование муниципальных предметных это тоже не поменялось. Все по-прежнему. Основная идея, как я понимаю, министерства, то, что задания школьного муниципального этапа должны готовиться в регионах, то есть региональные и муниципальные предметно-методические комиссии должны практиковаться в составлении задач, в проверке, и это, в общем, политика партии и правительства. Так, участники. По-прежнему на школьном и муниципальном этапах школьники вправе иметь таблицу растворимости, таблицу Менделеева и инженерный калькулятор. Ну, калькулятор, но не телефон с калькулятором. Соответственно, если вдруг задача предполагает использование каких-то других справочных материалов, например, на заключительном этапе, по-моему, даже на региональном как-то требовались таблицы ионных радиусов, соответственно, если в этом есть необходимость,
можно вместе с комплектом заданий предоставить участникам таблицу, например, ионных радиусов или какие-то другие данные. Но везде, во всех, вне зависимости, во всех регионах, вне зависимости от заданий, таблицы растворимости, таблицы Менделеева, калькулятор должны быть доступны. По поводу апелляции. Ужесточаются требования к изменению баллов участников, и, соответственно, любые изменения баллов желательно оформлять или обязательно оформлять на апелляции. То есть не просто случайным образом кто-то когда-то поднял баллы, под каждое повышение баллов должно быть решение апелляционной комиссии. Как это конкретно организовать, вам, наверное, виднее. В идеале, конечно, апелляции не должно быть, но если это случается, если баллы действительно необходимо поменять, то это должно быть оформлено в виде решения апелляционной комиссии. Собственно, олимпиадные задачи. Мы столкнулись при анализе школьного муниципального этапа, мы столкнулись с тем, что часто задания школьного муниципального этапа являются заимствованными. Для муниципального этапа это, скажем, не очень характерно, для школьного это сплошь и рядом. То есть за задание школьного этапа в какой-нибудь области выдают задание муниципального этапа города Москвы или еще какие-то задания, и это, в общем, неприемлемо. Задачи должны быть оригинальными и уникальными. Оригинальность задач не предполагает, что такой задачи нигде никогда не было. Часто достаточно бывает изменить цифры, изменить порядок слов без искажения смысла, изменить катионы или анионы. Химическую суть задачи это не поменяет, тем не менее изменит ее до неузнаваемости. Сейчас бывает такое, что текст задачи по первым 3 словам в интернете первые 3 слова и число, которое дано в задаче, и, в общем, легко найти ответ. Но это, в общем, никуда не годится. Все-таки олимпиады должны быть не соревнованием, кто лучше воспользуется интернетом и спишет, а все-таки это конкурс интеллектуальный в области химии, а не в области поиска информации. Вопросы заданий. Да, еще, когда пишутся задачи с нуля, то возникают часто проблемы, связанные с, может быть, в некотором смысле непродуманностью формулировок условий, неоднозначностью решений. К этому нужно относиться с вниманием. То есть формулировки должны быть более строгими, то есть не должно быть неоднозначности. Проследите за этим, пожалуйста. Либо, если сомневаетесь, еще раз вы можете воспользоваться задачами, разработанными ранее, но с условием, что цифры будут изменены, катионы, анионы будут изменены, и желательно текст условия задачи тоже, именно вот сочетание слов тоже как-то там поменяется. Смысл должен остаться прежним. Так, еще одно важное требование при составлении комплекта олимпиадных задач надо понимать, что это не задачи по текущей теме в химии в школе, а это задачи олимпиадные, соответственно, они должны быть разнообразными. То есть недопустимо, чтобы в 10 классе это были только задачи по органической химии. С 9 класса имеет смысл выделять задачи расчетные по уравнениям химических реакций, в том числе добавлять задачи по условно термодинамике, задачи на тепловые эффекты, задачи на уравнение Менделеева-Клапейрона. То есть задачи, где от школьников требуется подставить в известное уравнение данные из условия. Потому что, как я уже говорил, на региональном этапе дети, когда сталкиваются с такими задачами, не знают, с какой стороны к ним подойти. Хотя идеологически ничего сложного в этих задачах нет. То есть, еще раз, это просто подстановка чисел в формулу. Числа есть, формулы есть, нужно подставить, посчитать ответ. И дети с этим не справляются, это означает, что они такие задачи видят впервые.
из личного опыта могу сказать, что когда я в 8 классе первый раз попал на Олимпиаду, тогда это была муниципальный этап, школьного этапа не было, учительница сказала, ты и ты едете завтра со мной на муниципальный этап. И я впервые на Олимпиаде узнал, что химия это не гуманитарная наука, а вполне себе точно, что по химии вообще существуют задачи. Ну вот желательно, чтобы дети об этом узнавали не на региональном этапе, а хотя бы на муниципальном. Так, итак, задачи должны быть оригинальными. В комплекте задач должны быть задачи по всем темам. В качестве образца можете посмотреть на задачи регионального этапа. В 9 классе это неорганика и условная физхимия. В 10 добавляется задача по органике. В 11 классе задача по органике 2. Задача по неорганике 2, одна задача по физхимии. Но может быть количество задач в муниципальном этапе может быть другое. Но по тематикам задачи должны быть разнообразные. Это в том числе исключает, как любой экзамен, это лотерея. Соответственно, кто-то что-то одно знает, ему повезло. Что-то другое не знает, но этого в билетах не было, поэтому он отличник. Ну вот Олимпиада, это все-таки из Олимпиады нужно по возможности, в Олимпиаде по возможности нужно уменьшать вклад вот этой самой случайности, везения. И все-таки, чтобы определяющим были знания и навыки. Очень полезно, когда к задачам прилагаются решения и это все публикуется. То есть в открытом доступе, кроме анализа, который проводится один раз для участников, желательно, чтобы подробное решение было доступно, чтобы участники могли готовиться к муниципальному этапу в своем регионе в следующем году. Это будет дисциплинировать в том числе комиссии, чтобы делать разные задачи. Важно продумывать систему оценивания. Понимаю, что это не всегда тривиально, не всегда понятно, что школьники определят как более простое. Часто вроде какие-то задачи кажутся вполне простыми, а школьники с ними не справляются. Тем не менее, сложные вопросы желательно оценивать в не слишком большое количество баллов. Это позволит продифференцировать тех, кто, скажем так, успешен, с одной стороны, с другой стороны, относительно простые вопросы должны позволять набрать заметное количество баллов с тем, чтобы участники не чувствовали себя обделенными. Можете это мне отправить в качестве упрека. На региональном этапе мы даем достаточно сложные задачи, но надо понимать, что из более чем 5000 участников регионального этапа нам нужно отобрать 250 человек на заключительный этап. И, соответственно, нам нужно подифференцировать, то есть вот этот вот хвост в области высоких баллов должен быть достаточно длинным. И это приводит к необходимости сложных задач. На муниципальном этапе вроде бы процент отбора чуть меньше, соответственно, подобной проблемы на муниципальном этапе уже нет. Собственно, это пример, который прошлогодний, я на нем даже останавливаться не буду. Дальше, собственно, эксперимент. Каждый год я рассказываю о необходимости проведения экспериментов в химии. Собственно, химия наука экспериментальная, возникла как экспериментальная, продолжается как экспериментальная. И, в общем, основные достоинства химии – это возможность проведения эксперимента. Например, таких возможностей лишена астрономия, гуманитарные науки, которые не предполагают экспериментов. Или, по крайней мере, экспериментов, которые сильно осложнены. В случае химии у нас нет никаких морально-этических проблем с тем, чтобы провести химический эксперимент. В общем, желательно их проводить. Эксперименты наглядные, они привлекают внимание, соответственно, это позволяет привлечь большее количество участников. А чем больше людей мы сможем привлечь, тем больше шанс, что среди них попадется кто-то, кто сможет в области химии продвинуть наши знания.
Чем раньше на Олимпиаде возникнет эксперимент, тем более успешными будут ваши школьники. Ваши имеется в виду региональные. В ряде случаев проведение экспериментов затруднено. В этом году, как я уже говорил, предполагается возможность проведения в некотором смысле дистанционных соревнований. Ну и, соответственно, эксперимент дистанционный проводить достаточно сложно. Тем не менее, работая на химическом факультете МГУ, в этом году столкнулись с тем, что пришлось проводить дистанционную практику. И оказалось, что, в общем, даже дистанционную практику не так страшно. В том смысле, что он, с одной стороны, позволяет приобрести навыки практические, но при этом навык наблюдения позволяет развивать. То есть не все навыки можно развить с помощью дистанционных экспериментов или демонстрационных экспериментов, но какие-то все-таки можно. И с чего-то надо начинать. Если у вас нет возможности проведения эксперимента экспериментального, можно попытаться провести эксперимент какой-то демонстрационный в виде демонстрации каких-то опытов и с тем, чтобы школьники сделали выводы, исходя из того, что они увидели. Как показывает практика, смотрят все, а видят единицы. Ну и вот здесь пример экспериментального задания про пронумерованные пробирки. Скажем так, химический анализ количественный дистанционно проводить практически невозможно, качественный вполне допустимо. Вот пример задачи. Опять это задача с прошлого года. Качественный анализ, когда нужно определить 4 соединения в 4 пробирках, не используя никаких других реактивов, кроме тех, которые представлены. Вариантов этой конкретной задачи может быть достаточно много. Нумерация пробирок может быть произвольной, то есть пробирки пронумерованы 1, 2, 3, 4, что там в них находится, заранее неизвестно. При этом фактически нужно провести 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, сейчас. Потерял указатель, прошу прощения. Вот, значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть нужно показать 6 превращений, исходя из этого можно сделать вывод о том, что где находится. Можно записать видео, показать участникам, можно написать подробное описание того, что происходит, с тем, чтобы участники могли сделать вывод о том, что где находится. Ну и здесь, соответственно, кальций можно заменить на барий и стронций, хлорид кальция можно заменить на ацетат или нитрат, аналогично карбонат, гидрокарбонат натрия или калия, сульфат натрия или сульфат калия, ну и кислота тоже в данном случае, по большому счету, может быть уксусная, может быть соляная, может быть азотная. Ну, серная не годится, она тут будет иначе реагировать. То есть замена ряда соединений не приведет к изменению наблюдений вообще. И, соответственно, если вы можете отснять 6 пробирок, 6, скажем так, смешения 6 раз разных растворов, то вы можете смонтировать потом почти бесконечное количество вариантов, что конкретно где находится. И по этим наблюдениям можно попросить восстановить состав пробирок. Если все-таки проводить эксперимент не дистанционно, а реально, то для нас относительно доступны приведенные здесь реактивы, кислоты, следует, наверное, добавить еще уксусное, которое доступно, лимонное, основание, соли. Здесь выделены, отмечены не все, которые есть, но те соли, с которыми можно увидеть какие-то превращения. В случае карбоната или гидрокарбоната выделение газа, в случае меди возможно проведение цветных реакций, то есть реакции с изменением цвета. Цинк
проявляет амфотерность, соответственно, при добавлении щелочи сначала осадок выпадает, потом растворяется. Вместо цинка в этом смысле можно использовать алюминий. Они будут отличаться действием аммиака. Гидроксид цинка будет растворяться, гидроксид алюминия нет. Хлорид бария будет давать осадок с сульфатом и карбонатом. Вместо хлорида бария можно использовать хлорид кальция. Ну и карбонат тоже будет нерастворимое в воде вещество, в отличие от всех остальных, и будет выделять газ при добавлении кислоты. Это те соли, которые можно использовать в задачах типа той, что была описана ранее. Кроме этого, возможно использование окислителей и восстановителей. Перманганат в аптеке продается в смеси. Соответственно, если приготовить раствор и отфильтровать, там, по-моему, оксид марганца подмешан. Но смысл в том, что если раствор отфильтровать, то это будет раствор перманганата. Можно использовать в качестве окислителя йод, перекись водорода, которые тоже доступны. Вчера выяснил, что в аптеке продается в ампулах раствор тиосульфата натрия. Применение его аптечное не очень понимаю, тем не менее, вроде бы раствор продается. Все остальное, ну кроме, пожалуй, соляной кислоты, можно купить в хозяйственном магазине. Соляную кислоту, разбавленный раствор, опять же, можно купить в аптеке. Перманганат в хозяйственном магазине, йод в аптеке, это на самом деле не совсем йод, это калий-йод-3, то есть там есть и калий-йод, и йод, но окислительные свойства он проявляет, восстановительные, в общем, тоже. Перекись водорода в аптеке. Индикаторы в школе, наверное, частично доступны. Кроме этого, биологические красители, они тоже часто бывают индикаторами, в частности, там, свекольный сок, по-моему, витамин называется вещество, могу ошибаться, тоже является кислотно-основным индикатором. То есть экспериментальный тур быть сделан из того, что относительно широко доступно, представлено в хозяйственных магазинах, в аптеке. Для участия в экспериментальном туре важна подготовка не только со стороны организаторов, но и со стороны школьников. И, соответственно, если вдруг на муниципальном этапе проводится экспериментальный тур, то после школьного те дети, которые отобрались на муниципальный этап, желательно, чтобы они как-то познакомились, то есть смогли руками что-то сделать, если это предполагается на муниципальном этапе. То есть, да, уже начиная со школьного этапа, необходимо организовывать условные сборы для детей, которые показывают какие-то результаты. То есть, может быть, для всех школьников не получится организовать эксперимент, но для тех, кто успешен, тех, кто хочет, это было бы очень полезно и ценно с точки зрения химии, с точки зрения развития детей. Так, теперь давайте я перейду к вопросам. Как в условиях ограничения обучения в школах будет проходить Олимпиада? Вопрос, с одной стороны, интересный, с другой стороны, зависит от вашего региона. Насколько я понимаю, у нас сейчас все отдано на откуп регионам. И как региональные власти решат, так, в общем, и будет проходить. Здравствуйте. В присланных ссылках нет записи вебинара. Так, то есть меня интересуют только красные вопросы? Не, у вас красных, которые из общего. Будет ли доступ от организаторов? Одни и те же, да. Вот дальше Ерофеева. Ерофеев, как в условиях ограниченного обучения будет проходить, где взять вопросы Олимпиады, про которые идет речь? Так, сейчас. Это ресурсы, методический сайт Всероссийской Олимпиады школьников, этапы Всероссийской Олимпиады школьников города Москвы, школьная Олимпиада по химии. Это сайты, где собраны задания прошлых лет. Собственно, они в открытых источниках. Забирать их целиком нельзя, но если вы адаптируете, улучшите и измените, то это будет уже
в некотором смысле оригинальная задача, которую вы можете на региональном этапе использовать. Ой, не на региональном, на муниципальном этапе, простите. На школьном этапе, наверное, нет смысла давать задание муниципальному этапу города Москвы, особенно если ваш регион не слишком успешен. Ну, вы об этом сами знаете, успешен ваш регион или нет. Тем не менее, в Воронежской области сталкивался с тем, что на школьном этапе, не знаю, насколько дают задания муниципальному этапу города Москвы, но, по крайней мере, заявляют о том, что школьный этап проводился и проводился по заданиям муниципального этапа города Москвы прошлого года. Это, в общем, никуда не годится. Так. Чтобы задачи были оригинальными, надо учителю заплатить за их разработку. У нас они делают это бесплатно. Это не вопрос, просто реплика. Ну, в общем, я с вами согласен. С другой стороны, под лежачий камень вроде бы вода не течет. Задания составляют региональные муниципальные предметно-методические комиссии. И, наверное, они должны проявлять какую-то активность у себя в регионе и, в общем, пытаться чего-то добиваться. Если, ну опять, это добиваться нужно в регионе. Региональные власти сейчас должны быть заинтересованы в успешности детей региона на Всероссийской Олимпиаде. Ну, хотя, с другой стороны, да, то есть я согласен, что вопрос риторический. Здравствуйте, будет ли вебинар по региональному этапу? Будет вебинар по региональному этапу? Да, будет. А когда будет? Конец ноября, начало декабря. Ну, в конце ноября, начале декабря мы с вами еще раз встретимся. В идеале, конечно, если вы заранее напишите вопросы к вебинару про региональный этап, и тогда я бы все свое выступление построил в виде ответов на вопросы. Добрый день. Формат зависит от... Да, формат будет зависеть от региона. Насколько вероятна дистанционная форма проведения? Вероятно, с учетом изменения, с учетом динамики количества заболевших в день, вполне вероятно дистанционная форма проведения. По крайней мере, школьного этапа, наверное, муниципального, что будет с региональным, пока неизвестно, он слишком далеко. Так, Московская область пишет Олимпиаду онлайн. Очень сомневаюсь в том, что результаты будут правильно показывать реальные знания. Многие дети будут решать с помощью учителей, родителей, друзей и интернета. Ну, замечание в некотором смысле уместное. С другой стороны, мы поставлены в те условия, в которых мы не можем поступить иначе. И нужно модифицировать формат проведения с тем, чтобы нивелировать влияние условий, в которые мы поставлены. Понятно, что сходу у нас ничего не получится, но, опять же, надо, в общем, пробовать пытаться разрабатывать какие-то новые формы, может быть. Опять же, задания, как я уже сказал, должны быть уникальными, оригинальными, что как минимум исключит просто поиск решения по тексту задачи, который сейчас в большинстве случаев там, школьного этапа легко дает правильный ответ. То есть просто вбивается, я говорю еще раз, там несколько слов условия, и мы получаем правильный ответ. Так, спасибо. Так, как по-вашему можно оценить прозрачность проведения муниципального этапа в дистанционном режиме участников более 200 человек? Ну, смотрите, на химическом факультете Московского государственного университета в этом году проводили дистанционный экзамен, в котором участвовало более 200 человек. Результаты оказались в среднем выше, чем когда экзамен проводился очно. Тем не менее, студентов удалось продифференцировать. Ну и задания там разрабатывались, тоже был первый опыт. Задания разрабатывали специально под дистанционную форму. Было много вариантов одной и той же задачи, с тем, чтобы они были не похожи друг на друга, но при этом одинаковые. Ну, то есть нужно изыскивать возможности, потому что на условия мы повлиять не можем. Нужно приспосабливаться к тому, что есть. Сожалеть о том, что мы не можем все сделать правильно,
Ну, наверное, хорошо, но бессмысленно. Еще есть вопросы? Ну, только спрашивают, точнее, реплика. А могут ли вебинары проходить после 3? Нет, а что им отвечают мы за утро? Ну, смотрите, Россия страна большая, поэтому кроме Москвы и Калининграда есть еще Камчатка. Попробуйте посчитать, сколько там сейчас времени и сколько там будет времени в 3 часа дня. В Травмаско-Камчатском полночь. Вот, поэтому проведение в 3 часа вряд ли возможно. Так, все, всем спасибо. До свидания. Если что, пишите, звоните. Готов отвечать на ваши вопросы.